Всем привет, я Ахтилек Капаров. Некоторые кыргызстанцы во все горло твердят, мол, Тимиров Лайф НПОшники, западные агенты, Бузукулар, Караниеттер и так далее. А сегодня я на примере только одного расследования хочу наглядно показать, как государство и деятели культуры пожинают плоды нашей работы. Поехали! В декабре 2020 года ГКМБ арестовывает судью Верховного суда Камиля Османалиева за незаконное обогащение и устанавливает запрет на его шикарный особняк. Но спустя 2 месяца ГКМБ снимает запрет, и этот коттедж сразу же выставляется на продажу почти за $1 миллион. Мы даже публиковали расследование об этом факте. Диван стоит 3175 евро. Такое кресло оценивают в 2400. Тут их 2. Небольшой журнальный столик для шахмат 1300 евро. А за эту стенку просят заплатить 7300 евро. Такой вот журнальный столик стоит 1400 евро. Эта же витрина стоит 4700 евро. Угловой диван в гостиной 8500 евро. Такой же стол, но только чуть поменьше, оценивается в 2200 евро, и 12 стульев обойдется вам в 4700 евро. Мы считаем, что именно благодаря нашему расследованию шикарный особняк судьи не смогли продать, и государство в лице ФУГИ становится владельцем этого объекта. А 16 марта в СМИ появляется новость. Особняк бывшего судьи Верховного суда передали Национальному театру Манас. И, как ни удивительно, даже самые высокопоставленные лица решили поучаствовать в мероприятии. А среди деятелей культуры мы увидели и Акына Асылбека Маратова. Он был одним из тех, кто негативно отзывался об НПОшках, когда спецслужбы устроили маски-шоу с задержанием наших руководителей. Но правда, чуть позже он удалил эту публикацию. А 16 марта Асылбек Маратов радостно принимает участие в открытии театра, где он стал заместителем директора. И у него даже есть свое рабочее место. Бұл жақ болса біздің директордың орынбасарларының бөлмесі. Төкмақындар бойынша директордың орынбасары Асылбек Маратов. Ну а в целом, я очень рад, что деятели культуры будут сидеть и работать на таких дорогих диванах и стульях. Но надеюсь, что чиновники не растащат и не распродадут дорогую мебель нового театра. А теперь напомню, что весной прошлого года совместно с Акыном Болотом Назаровым мы запустили новый проект Айтайдесе. О нем заговорили не только в Кыргызстане, но и во всем мире. Майстерність Болота Назарова. Транспромсервис 173 миллион. Kyrgyz people are a singing nation. When a child is born, people sing songs. When a person dies, people... Акын рассказывает населению о расследованиях, коррупции и проблемах страны. И совершенно не случайно, что именно после этого на Акынов и деятелей культуры начало обращать внимание и государство. Акын манасчылар мындан ары мамлекеттен айлык алып, ушул театрдын алдында иштешет. Уважаемые кыргызстанцы, хочу еще раз напомнить, кто бы ни пытался дискредитировать нас, наши расследования, писать проклятия, обзывать Бузукулар, Эльдушманы, Караниеттер, мы все равно продолжим служить народу и выявлять коррупционные схемы чиновников. С вами был Ахтилек Капаров, и до новых встреч!